Ветеранам Великой Отечественной войны подарили большой праздничный концерт. Для фронтовиков исполнили песни военных лет и показали им танцевальные номера. Звучали и слова благодарности. На торжественном мероприятии побывала и моя коллега Виктория Базгадзе. Прабабушка, но ее уже нет, к сожалению, в живых. Она была медсестрой, вытаскивала раненых из окопов и лечила их. Прадедушка служил в пехоте. Этот праздник помогает нам отдать дань людям, которые сейчас сделали для нас мирную жизнь. Это очень важный день в истории нашей страны. Мы всегда должны помнить об этом. Эти слова не заучены наизусть, они от чистого сердца. Каждый год на этой площади появляются школьники, которым, несмотря на юный возраст, не все равно. Чувство вообще неописуемо. Вот сейчас в Электрантике выступал, там люди плакали. Это действительно праздник со слезами на глазах. Вместе со школьниками вахту несут и военные. Каждого ветерана нужно встретить и проводить до зала. В руках солдат 58-й армии портреты героев Советского Союза, выходцев из Северной Осетии. Сегодня их 70, но на самом деле их гораздо больше, потому что каждый год на страницах истории появляются новые имена. В зале Осетинского театра ветеранов встречают стоя. Девочки-волонтеры помогают занять нужные места. Зал заполнен. Можно начинать. Под торжественный марш заходит военная колонна с флагами страны, республики и копией Знамени Победы. Поприветствовать ветеранов пришел и глава республики Вячеслав Битаров. Праздник Победы стал днем единения людей всех национальностей, которые вместе противостояли фашизму. С праздником вас, дорогие ветераны! Здоровья вам, счастья, и пусть ваши дети радуют вас своими успехами и здоровьем. На сцене настоящая драматургия. Номер, который заставил весь зал в буквальном смысле плакать. Победившие смерть. Ребята из колледжа искусств воспроизводят непридуманные сцены военных времен в концлагерях. Основные темы – сила собственного духа, лидерство и сила любви. Девушки помогают солдатам в самые сложные минуты, поддерживают и загораживают от пуль. Постановщик Валерий Суанов. Достаточно болезненно протекал постановочный процесс, потому что очень сложно усваивать, как я сказал, новую технику, новое направление в хореографии. Но все ребята очень думающие. Для меня были созданы идеальные, я повторюсь, условия. И в очень короткий срок мы сделали, кажется, около 2-3 недель мы это реализовали. Сегодня в Осетинском театре звучали военные стихи, национальные песни и танцы. Все для ветеранов, чтобы их поддержать и показать. Об их подвиге помнят и будут помнить всегда. Виктория Базгадзе, Алан Суанов, Новости Осетии.